Первое, что люди разные, и у них разные предпочтения. Второе, виды мотивации, в том числе нематериальной, да, тоже могут быть разными. И вам нужно понимать вот это сочетание. Поэтому, если мы говорим об алгоритме, то первое, что вы делаете, вы должны понять, кто у вас в компании работает. В условиях санкций малый и средний бизнес в России в Туве ищет новые возможности для развития. Брендирование бизнеса и личного бренда, вопросы по эффективности сотрудников, продвижение товаров и услуг, самозанятые, налоговый учет, экономика и финансы. Все эти темы представлены приглашенными экспертами для адаптации бизнеса к быстро меняющимся условиям рынка. Среди московских и сибирских спикеров есть и бизнес-тренер по брендированию из Тувы. На сегодняшний день я работаю с такими брендами, как Clinical, Дан, цветочный букетный магазин. Также я продвигаю и экспертов в части визажисты, тренеры. Сегодня я хочу представить вам свои работы. Это работа с магазином «Ботаника». Эко-товары. Личный бренд – это в сфере фитнеса. Я буду сегодня говорить про Харагай тренер, как мы с ней работали. А также будем говорить про эксперта в области бровиста. Это Виктория Гулар. Мы только начинаем хорошее, прям четкое взаимодействие с Енисейской Сибирью, поскольку у них очень много возможностей для реализации тех же товаров, которые могут прям выпускать наши предприниматели и даже реализовать и в Республике Хакасия, в Красноярский край. По итогам работы бизнес-форума региональное отделение «Опоры России» подписали соглашение с Корпорацией развития Енисейской Сибири о сотрудничестве и взаимодействии в области поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе и в рамках проведения крупных мероприятий. На следующий год совместно запланированы молодежные и строительные форумы. Также есть лицензионная программа Енисейской Сибири. В этой программе все производители каких-то продуктов могут стать сублицензиатами и производить под брендом Енисейской Сибири свою продукцию и продавать, соответственно, в Красноярском крае, Хакасии и в Республике Тыва. Также у нас есть интернет-магазин shop.ensip.ru называется, и там весь перечень подарочной, сувенирной продукции у нас выставлен. Для наших предпринимателей это уникальная возможность выйти за рамки субъекта. Точки продаж бренда «Енисейская Сибирь» находятся в Туве в Национальном музее и в Хакасии. В Красноярском крае магазин находится в аэропорту. Также продукция бренда представлена в сети магазинов «Эль-Сити». Однако у тувинских предпринимателей зачастую не хватает объемов производства. Поэтому Корпорация развития Енисейской Сибири для расширения малого бизнеса помогает и сопровождает процессы от начала до конца. Это и сувениры, канцелярские товары, а также пищевая продукция – мед, варенье, шоколад и не только. Есть у нас такой проект по дорогим подаркам. Как раз у нас широко представлены в республике такие подарки, в том числе и шахматы из агальмальтолита. У нас есть мастера, которые на высшем уровне это изготавливают. Отдельным вопросом выделили перспективы развития туриндустрии. По поручению главы Тувы Владислава Хувалыга планируется развивать радиальный туризм недалеко от Кызыла. На площадке туризма собрались ательеры, рестораторы, туроператоры и руководство агентства по туризму Республики Тыва. На станции Тайга уже в ноябре лежит хороший снег. По конец марта-начало апреля там можно заниматься именно зимними видами спорта. Рассматривается именно проблематика по поводу летнего пребывания. Повторюсь, благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития в этом году мы создали на базе этого инфраструктуру хорошую, это и асфальтирование, плюс вторая проблема это была электрообеспечение. Также мы рассматриваем дальнейшую концепцию развития озера Чагатай и озера Чедыр. Мы, как вы знаете, совсем недавно открыли небольшие барнхаусы. На этой территории она уже приготовлена для привлечения уже более крупного инвестора. Агентство по туризму республики на турбазах у озер и аржанов для летнего отдыха повышает комфортабельность размещения гостей, создает общую концепцию всех пансионатов и предоставление досуговых услуг на берегу озер. 27 сентября проработали только дорожную карту по развитию туризма в республике. Мы сейчас и до районов, в принципе, дойдем, поскольку сейчас прорабатывается полностью направление туристических маршрутов
маршрутов. И эти маршруты они будут как раз связаны с районом. В районах очень остро стоит вопрос по поводу строительства инфраструктуры. Понятно, что требуется финансирование определенных, поэтому и не случайно на сегодняшний форум приехал инвестор из Якутии, который желает вкладываться именно в строительство эко-отелей, то есть до 15, до 20 человек, и готовых в дальнейшем строить государственно-частное партнерство вместе с правительством республики. Анатолий Михайлов вырос в Бурятии и проживает в Якутии, поэтому природа Сибири ему знакома. Также он работает с Республикой Татарстан. Нами был представлен проект этнокомплекса «Маленькая Якутия». Президент Татарстана поддержал. И вот, скорее всего, первая часть проекта уже появится к лету на Камском море. Один объект мы уже посмотрели, тайга называется, по-моему, вот как раз горнолыжный объект. Он практически, скажем, на 70% готов, скажем, к принятию, да, там, гостей и отдыхающих. Там энергетика уже на месте, горнолыжка сама сделана, подъемники уже стоят. Поэтому по тому объекту я как бы таких сложностей не вижу. А вторая часть, вот, которая левая сторона, если мы как туда заезжали, где там есть еще и беговые дорожки, говорят, зимой используются как лыжная база, а летом там тоже на роликах и так далее. Да, там вот эту территорию надо развивать. На сессии участники форума раскрыли потенциал Тувы, разработали 6 новых турмаршрутов. Тур кочевника для мужчин, гастротур «В каком кажуне баранина вкуснее», соляной тур от Дусхоля до Дуздага и другие. Основой сейчас деятельности, да, соответственно, вот деятельности для туристов – это уникальное торговое предложение. Вы должны его найти или сделать. И желательно, чтобы это уникальное торговое предложение было нишевое. Вот смотрите, что сейчас происходит по стране. Каждый регион бросился развивать туризм. Я уже говорила на предыдущей сессии, что специфика как бы туристского продукта России, она достаточно серьезная. Очень много экскурсионных туров, очень много экскурсионного туризма. Это действительно специфика только России. Также местные туроператоры могут привлекать талантливых студентов, победителей Олимпиад со всей России по проекту «Больше, чем путешествия». Средства на такие путешествия выделяются из федерального бюджета. Одним из 5 региональных туроператоров является компания «Чинзе», зарегистрированная в декабре 2021 года. Однако основатель компании в сфере туризма работает более 15 лет. У нас все туры авторские, причем они круглогодичные, начиная с однодневных, заканчивая до буквально даже до двухнедельных туров. Каждые туры разрабатываются индивидуально согласно заказчикам. У нас 3 гида. Основатель у нас высшей категории, все сертифицированные. 2 гида имеют 2-ю и 3-ю категорию. Также они являются членами Альпинизма России. Новые открываются у нас сейчас в Монголию, как раз на данный момент руководитель этим занимается. А самые популярные, вот как раз сейчас у нас будет зима, зимний период, это гора Бура, священная гора Бура, самые южные оленеводы северных оленей, также и Сарлиководы, Нагинский район. Туристы, предпочитающие комфортный пляжный отдых, могут с таким же успехом, как и любители экстрима, посетить Туву. А проблемный вопрос с размещением гостей в районах Тувы для предпринимателей как раз один из вызовов. Туроператоры региона планируют сотрудничество с собственником федеральной туристической компании «Вместе Travel» Александром Камшилиным. Айдана Хавалых, Буян Оюн, Самдан Иргит. Специальный репортаж Тува-24.